Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Хочу поблагодарить всех вас за лайки, комментарии и подписки. И желаю успехов в изучении казахского языка. Бүгін бізде 83-ші сабақ, 83-й урок. Тема урока – тұйық етістік туралы түсінік, понятие о неопределенной форме глагола. Это такая форма глагола, которая не указывает ни на лицо, ни на время. Они могут использоваться в различных конструкциях и служат основой для образования других форм глагола. Сегодня мы рассмотрим структуру, вопросы и некоторые примеры употребления инфинитива в речи, чтобы у вас сложилось основное понятие о данной грамматике. Итак, жұрнағы ую, суффиксы ую, формула негіз плюс ю. Сұрағы не істеу, что делать? Бару, пойти, алу, взять, кту, ждать, жүру, ходить, қою, положить, поставить, құю, наливать, разливать. Почему здесь получилось ю? Потому что основа глагола қой. Когда у добавляется, получается қою. Қою. Неопределенная форма глагола в предложении сочетается с послелогом үшін и модальными словами керек, қажет. Қажет является синонимом слова керек и переводится совершенно одинаково. Надо, нужно. Место модальных слов в словосочетании постоянное. Они стоят на втором месте после инфинитива. Итак, бару үшін, чтобы пойти, алу үшін, чтобы взять, кту үшін, чтобы ждать, жүру үшін, чтобы ходить, бару керек, надо пойти, алу керек, надо взять, кту қажет, надо ждать, жүру қажет, надо ходить. Так как цель этого урока дать понятие о неопределенной форме глагола, рассмотрим только один тип предложения с участием послелога үшін и модальных слов. Глаголы в неопределенной форме подчеркнуты, чтобы они были в центре внимания. В первых трех предложениях они в начале, в следующих трех на втором месте. На самом деле это перефразированные предложения, а смысл тот же. Оқу үшін кітап керек. Чтобы читать, нужна книга. Отыру үшін орындық керек. Чтобы сидеть, нужен стул. Жазу үшін қалам қажет. Чтобы писать, нужна ручка. И перефразированные примеры. Кітап оқу үшін керек. Книга нужна, чтобы читать. Орындық отыру үшін керек. Стул нужен, чтобы сидеть. Қалам жазу үшін керек. Ручка нужна, чтобы писать. Сразу рассмотрим отрицательную форму. Болымсыз түрі отрицательная форма. Жұрнағы у. Суффикс у. Формула негіз плюс ма, ме, ба, бе, па, пе плюс у. Сұрағы не істемеу, что не делать. Бармау не пойти, келмеу не прийти, жазбау не писать, жүзбеу не плавать, айтпау не говорить, кетпеу не уходить. Прочитаем примеры предложений с отрицательной формой инфинитива. Асықпау үшін ерте тұру керек. Чтобы не спешить, нужно вставать пораньше. Тоңбау үшін жылы киіну керек. Чтобы не замерзнуть, нужно одеться потеплее. Кешікпеу үшін тез жүру керек. Чтобы не опоздать, нужно идти побыстрее. В данных примерах в одном предложении употребляются сразу два глагола неопределенной формы. Первый глагол в отрицательной форме, второй в утвердительной форме. Неопределенная форма глагола в казахском языке имеет свои особенности. Она склоняется по падежам и меняется по лицам, принимая окончание притяжательной формы. И эта характеристика, отличающая ее от русского языка, вызывает живой интерес у изучающих казахский язык. Септелю склонение. Атау септік бару, ілік септік барудың, барыс септік баруға, табыс септік баруды, жатыс септік баруда, шығыс септік барудан, көмектес септік барумен. Рассмотрим мягкую форму глагола. Атау септік келу, ілік септік келудің, барыс септік келуге, табыс септік келуді, жатыс септік келуде, шығыс септік келуден, көмектес септік келумен.
Глагол стоит в 7 формах. Но на русский язык их можно перевести одним словом «пойти» в первом варианте и словом «прийти» во втором варианте. Но на самом деле это не совсем так. Почему, мы узнаем на последующих уроках. На этой странице мы видим образцы изменения глаголов по лицам. Инфинитивтің тәуелденуі, инфинитив в притяжательной форме. Менің баруым. Но перевести их на русский язык в таком виде невозможно. Поэтому мы заменяем инфинитив на существительное, равнозначное по смыслу. Мы не можем сказать «моё пойти» или «твоё пойти», поэтому мы меняем на «визит». И тогда получается правильный перевод. Менің баруым мой визит, сенің баруың твой визит, сіздің баруыңыз ваш визит, оның баруы его визит. Келу означает прийти, приехать, а сюда подходит слово приезд, поэтому мы переводим мой приезд, менің келуім, сенің келуің твой приезд, сіздің келуіңіз ваш приезд, оның келуі его приезд. На последующих уроках мы постараемся подробно рассмотреть каждый падеж в отдельности, изучить, как именно изменяются глаголы и привести примеры использования в предложениях. Это поможет лучше понять структуру казахского языка и его грамматические особенности. Сегодня мы дали лишь общее представление о неопределенной форме глагола. Следующая серия уроков будет в закрытом доступе. К сожалению, найти качественные материалы по теме в грамматических справочниках или других источниках крайне сложно. Если такие материалы и существуют, то они, как правило, очень ограничены. Поэтому мне приходится самостоятельно обрабатывать информацию, дорабатывать и систематизировать ее, чтобы облегчить восприятие материала для изучающих язык. Эта работа требует значительных усилий и времени, и я стремлюсь предоставить вам наилучший опыт обучения. Я понимаю, что качественные материалы могут быть труднодоступны, и именно поэтому я стараюсь создать свои собственные ресурсы, которые будут максимально полезными и информативными для изучающих казахский язык.